Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Анастасия Ивановна Самсонова, председатель профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха, ветеран профсоюзного движения. Анастасия Ивановна Самсонова, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, председатель Рескома работников культуры Федерации профсоюзов Республики Саха. Замужем, воспитала 3 сыновей, имеет внуков. Много лет работала в Среднеколымском УУСе. С 2005 года заведует организационным отделом Рескома профсоюза работников культуры. Через 2 года замещает председателя Рескома и с 2015 по сей день председателя Рескома. Реском работников культуры был создан в свое время по инициативе общественно-политической газеты «Якутия». Газете «Якутия» нынче исполнилось 100 лет, поэтому вот в связи с этим я задаю свой первый вопрос. В связи с чем был создан Реском работников культуры? И в какое время это произошло? Ну, я могу, наверное, чуть-чуть поправить вас. Да? У нас, значит, Республиканская организация профсоюза работников культуры создалась в 1953 году. И действительно, вначале туда входили именно работники полиграфии. И вот к ним присоединились уже работники культуры. И вот в 2018 году нашей республиканской организации исполнится 65 лет. Реском работников культуры – это один из старейших профсоюзных объединений в Якутии. Нельзя сказать старейший, да? У нас, наверное, старейшина – это все-таки профсоюз работников образования и здравоохранения, которые вот на днях прямо отмечают свое столетие. Мы еще как бы считаемся средним. Вот. Моложе нас тоже есть организации. Сколько членов объединяет Реском работников культуры? Наша республиканская организация объединяет работников культуры, искусств, полиграфии, печати, средств массовой информации. Раньше у нас до 2013 года входили еще и работники спорта, но сейчас у них своя профсоюзная организация республиканская, поэтому они отделились от нас. И наша организация сейчас насчитывает более 12 тысяч человек, это считая неработающих пенсионеров. А если считать только и студентов, да? А если чисто работающих членов профсоюза, то это уже более 10 тысяч человек. У нас профсоюзное членство составляет 82% от общего количества работающих. Это показатель довольно-таки хороший, большой. По крайней мере, по дальневосточному региону мы занимаем 1-е место. А по России мы входим в число 10 организаций, которые имеют наибольшее количество членов профсоюза. От профсоюза зависит многое в коллективе. Начиная от техники безопасности, на рабочем месте это сейчас придается очень большое значение. И заканчивая тем, что многие предприятия сейчас не заключают колл-договора, допустим. Может быть, вы остановитесь на колл-договорах? Вообще, последнее время в связи с сокращениями, оптимизацией учреждений культуры, не только учреждений культуры, а вообще бюджетной сферы, да, в связи с тем, что внедряется аутсорсинг и так далее, роль профсоюзов, я хочу сказать, что последние годы повысился. К нам обращаются очень много наших членов профсоюза по защите своих трудовых прав и интересов. Да? И, конечно, в этом первую роль играет, конечно, коллективный договор. Я все время повторяю, когда езжу по районам, улусам, что коллективный договор – это, в принципе, единственный реальный механизм защиты работающего человека, потому что там прописываются дополнительные льготы, дополнительные какие-то гарантии для членов профсоюза, помимо трудового законодательства. У нас в данное время во всех учреждениях культуры заключены коллективные договора. В данное время идут пролонгация коллективных договоров или же, конечно же, заключают новые коллективные договора. Кроме этого, мы сейчас уделяем очень большое значение еще и республиканским нашим соглашениям между Министерством культуры и духовного развития, Республиканским комитетом, также Департаментом
Ну, раньше он назывался Департамент по делам печати, телерадиовещания. Сейчас он входит в структуру Министерства связи и информационных технологий. У нас, значит, до 2018 года заключено это соглашение, а в 2019 году мы уже заключим новое соглашение. Я почему говорю, что эти соглашения имеют даже большую роль, да, чем, скажем, даже, ну, не надо так сравнивать, да, но при всем этом республиканские соглашения, конечно, имеют большое значение, потому что в последнее время очень многое зависит от правительства Республики Саха-Якутия, да, вообще, потому что это не вина работодателя в том, что он своевременно не выдает, скажем, заработную плату, да, какие-то гарантии, потому что он зависим от своего учредителя. Вот как они своевременно на уровне правительства отработают, от этого и зависит, будут ли получать наши работники своевременно свою заработную плату и какие-то дополнительные льготы и так далее. Вот. Профсоюз работников культуры самый такой творческий же, да? Да. То есть там входят и театры, музеи, Да. в том числе, значит, журналистские, значит, объединения. Ну, вот какие вы бы назвали самые сильные вот предприятия, вот где действительно вот заботятся о работнике, о своих рядовых сотрудниках? Ну, я, наверное, так сильно кого-то подчеркивать, наверное, не буду, да. Каждый стремится по мере своих возможностей провести какую-то работу. Я не могу сейчас, например, сказать, что вот в каком-то учреждении бездействует профсоюз. Не могу этого сказать, потому что, ну, все на уровне своих возможностей ведут очень большую работу. Но при всем этом я хочу подчеркнуть Национальную библиотеку, НВК Саха, да, вот, где проводится все-таки большая работа. Но это вот как крупные наши, самые большие у нас крупные объединения. В Государственном театре оперы и балета, хотя там идут неоднозначные споры, да, всегда, но при всем этом там роль профсоюза, хотя и говорят, ну, есть сложности, да, но при всем этом там ведется там работа. Очень, Анна Дичковская, по-моему. Да, Анна Васильевна Дичковская. Ей очень, конечно, сложно в таком, ну, разношерстном коллективе. И, сложном, да, в сложном, да, но при всем этом ведется работа. Я не могу сказать, что там работа не ведется или не бездействует профсоюз. Вот очень хорошо работа ведется у нас в Усалданской территориальной организации, Мигино-Кангаласском районе, Татинском, Чурапчинском, Намском, ну, почти во всех вот улусах ведется работа. Вот у нас, например, 24 ноября мы встретились с главой нашей республики Егором Афанасьевичем Борисовым. Я считаю, что эта встреча была очень эффективной. И те задачи, те, значит, предложения, которые озвучили профсоюзные лидеры, они получили поддержку. И Егор Афанасьевич поручил правительству нашей республики, значит, заниматься теми вопросами, которые мы предложили. В частности, он поручил, чтобы до конца года заработную плату, повышенную, да, чтобы все учреждения выдали бы вовремя. Вот, да. Потом, значит, я лично, например, ставила вопрос о мерах социальной поддержки работников культуры, проживающих в сельской местности, в части оплаты коммунальных услуг. И тут он тоже дал тут же поручение, и вот сегодня в 15 часов состоится уже рабочая комиссия при Министерстве труда. То есть уже тут же начинает работать, да? И наше предложение о том, чтобы включить представителя Федерации профсоюзов в наградную государственную комиссию, тоже получило поддержку. Я думаю, что это очень хорошо. Вот. И эта встреча, я даже могу сказать, как никогда была эффективной. Вот. И мы очень надеемся, что все те поручения, которые поручил глава республики, надеюсь, что будут выполнены.
Я вот хочу сказать несколько слов про Данила Ивановича Николаева, Ага. который много лет возглавлял Да, Риском работников культуры. Да, Данил Иванович Николаев, да, он очень долгое время работал у нас председателем. Он у нас теперь является председателем Совета ветеранов республиканских учреждений культуры. Он у нас частый гость, каждую неделю к нам приходит. Он у нас, конечно, мы же его не обижаем при всем этом, конечно, мы очень его уважаем. И он у нас, например, получает, вот, как бы сказать, стипендию от Рискома профсоюза, да, работников культуры ежемесячную. И мы, конечно, общаемся, он нам помогает в работе. Поздравляю вас, Анастасия Ивановна, с Днем профсоюзного работника Республики Саха-Якутия. И в лице вас поздравляю всех тех, кто, значит, являются членами профсоюза, работников культуры, журналистов, также которые являются членами профсоюзных объединений, входят в Риском. Сегодня у нас в студии была Анастасия Ивановна Самсонова. Спасибо вам. До новых встреч.